никого не секрет, что в этом году наша республика отмечает историческое событие. Это какое, ребята, кто мне скажет? Ага, 100 лет со дня образования чего? Якутской автономной социалистической, Советской Республики. И в рамках празднования столетия по всей Якутии было проведено большое количество мероприятий. И сегодняшний форум «Открытые лекции к столетию автономии» – одно из таких мероприятий, приуроченных к столь знаменательной дате. А сейчас позвольте мне быстро пройтись по нашей программе. Всего у нас будут представлены 3 лекции, все они пройдут в этом зале. И после первых 2 лекций у нас предусмотрен перерыв в 10 минут, во время которого вы сможете посетить наше кафе на 1-м этаже и немного отдохнуть. После всех лекций наших гостей будет возможность бесплатно посетить выставку, некоторые уже посетили, «Современная история Якутии». Также хочу вам представить наших уважаемых лекторов. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела истории и арктических исследований и Института гуманитарных исследований Борисов Андриан Афанасьевич. Еще не пришел, да? Доктор биологических наук, исполняющий обязанности директора Якутского научного центра Чиросов Михаил Михайлович. И краевед, методист исторического парка «Россия. Моя история» Борисов Виктор Борисович. И сейчас слово предоставляется нашему краеведу Виктору Борисовичу. Спасибо, Алена Юрьевна. Краеведение у нас в Якутии занимает особое место, потому что, есть факт, что, к сожалению, у нас в общеобразовательных учреждениях нет обязательного предмета такого, как история Якутии. Поэтому ни взрослые, ни молодежь особо, кроме тех, которые интересуются историей Якутии, не знают. И сегодняшняя моя тема, роль меценатов, купцов-меценатов, развитие Якутии, первая тема. Почему эта тема очень важна? Дело в том, что многие баи, купцы начала 20 века, среди них было очень много меценатов. То есть люди богатели для того, чтобы помогать ближним, отечественникам, наследникам, платили за них налоги, помогали в периоды засухи, когда сена урождалось мало и так далее. То есть люди были очень такие, не для этого, не для чинов даже, не для каких-то наград, а именно, чтобы помочь людям. И это очень важно, потому что история, она нужна для того, чтобы не просто там какие-то даты учить или какие-то события, хотя это тоже важно, конечно, но самое главное учиться на ошибках и достижениях прошлых поколений. Для этого нужна история. Самое важное то, что человек должен народ, население каких-то стран должны брать уроки, чтобы не допускать их, стараться не допускать их в настоящее время. Хорошо. Наша сегодняшняя тема о купце Никифорове Гавриле Васильевиче Монет-Тахола, который имеет большой вес в меценатстве Якутии в начале 20 века. Вообще он был глубоко несчастный человек.
во второй половине своей жизни. Потому что тогда, когда пришли к власти военные коммунисты в Якутии, военный коммунизм – это крайне реакционная, вот такая злая форма коммунизма, да? Когда отрицается все материальное благосостояние. Да? Вот, баи, там, купцы, люди зажиточные, они становятся врагами пролетарского класса. Их можно грабить, там, отнимать у них имущество, можно их отправлять в лагеря, расстреливать просто, так тоже делали годы военного коммунизма. И вот они пришли и вот забрали все, да, у Гаврила Васильевича, и пришлось бежать. При этом у него отобрали магазин, имущество, все деньги. Но самое страшное, ему пришлось оставить свою семью. У него было много детей, многие из которых ушли в мир иной, 3 из 5 сыновей умерли от болезней, 1 вообще умер, когда был подростком, и не оставили потомства. Вот эти сыновья, а потомство 2 сыновей, самого старшего звали Василий, самого младшего звали Анатолий. К сожалению, они уехали из-за того, что вот вынужденная миграция была, вслед за своим. Один уехал раньше, да, из Якутии, другой уехал вслед за своим отцом, со своим отцом в Китай. И вот фотография эмигрантов, якутов в Харбине. Вот посередине, наверху стоит Георгий Ефимов, руководитель правительства повстанческого движения 20-х годов, якутского повстанческого движения. Было такое движение, когда повстанцы почти захватили всю власть, кроме небольших городов, вот, небольших населенных пунктов, то есть, извините, Якутска, да? Вот, Якутск был осажден на 2 месяца, были осаждены Нюрба, Амга, Вилюйск, вот. И вот после поражения повстанчества Георгий Ефимов, он родом из Верхоянска, вынужден был уехать, эмигрировать. Гаврил Васильевич сидит крайний в нижнем ряду справа. Вот. Он заметно постарел, вот, ну вот видно в то горе, которое вот на его лице, да, ему пришлось бежать, оставить свою семью, родину. И, конечно, вот это все отразилось на его челе. Вот, его сын Василий жил в Москве с женой на улице Пятницкая. Ага. Там он был знаком с одним генералом. Вот его семья Гаврила Васильевича, вот его сыновья и дочери. Да? Вот. Как вы видите, от старшего сына Василия идет, у него был сын, у которого есть вот внуки, правнуки, и вот самый младший Анатолий, у него есть сын, который живет. Дальнейшая его судьба неизвестна, он живет, может быть, его потомки живут в Аргентине. Вот. Его сын Василий жил в Москве, на улице Пятницкой, там он имел хорошую квартиру, жил с женой. Ну вот, когда случилось... Он там был знаком с генералом, который был одним из... служил в личной охране Сергея Александровича Романова, родного брата Николая II. Да? Сергей Романов был губернатором Москвы и был убит в результате теракта. В него бросил бомбу террорист Каляев. Вот тогда терроризм, он тогда был, и от рук террористов умирали чиновники, и высшего ранга тоже умирали. Вот. И когда Николай II был отрешился от власти, монархия перестала существовать, его отправили в ссылку вместе с семьей. И этот генерал уговорил вот, Василия, старшего сына Никифорова, ехать вместе с царской семьей, да, чтобы... Он же сибиряк был, сибиряк из Якутии, поэтому
Генерал думал, что он вот как сибиряк вот, составит хорошую свиту из вот царской семьи. Ну вот, тогда шла гражданская война, уже и Колчак наступал на Екатеринбург, где содержали царскую семью. И вот рано утром, когда раздались выстрелы в городе, Василий Гаврилович вышел из дома, сказав, что вот свет сражается с тьмой, надо понаблюдать. Но не вернулся. Его нашли потом через несколько дней в железнодорожной будке, раздетым догола, с огнестрельными ранениями. Да? Труп его нашли. То есть неизвестно, кто его убил, но потом вот у него, слава Богу, остался сын, который продолжает потомство Гаврила Васильевича Никифорова, купца. Вот тоже фотография из эмиграции. Гаврил Васильевич сидит крайний слева в нижнем ряду. Кстати, Гаврил Васильевич имел свой капитал в Русско-Азиатском банке. Русско-Азиатский банк был учрежден во время в начале 20 века, имел свои филиалы, в том числе в Якутске. Вы видите дом слева, да? Это здание Русско-Азиатского банка. Он до сих пор есть, да? Он воссоздан и сейчас является украшением старого города. И вот благодаря тому, что сохранились денежные средства у Гаврила Васильевича, то он это помогло ему поставить бизнес на ноги вот в Китае. Он обосновался в Харбине, там он имел свой магазин, где продавал пушнину, и пушнину он привозил с японского Сахалина. Ведь в результате русско-японской войны южная часть Сахалина была захвачена японцами. Да? И там был его знакомый Винокуров, который предприниматель, с которым он торговал. Привозил туда пушнину, то есть привозил туда мануфактуру, чай, табак и увозил в Харбин пушнину, где и продавал. Но потом, как мы знаем из истории, случилась советско-японская война, и вот Харбин перешел под советское влияние, и вот Гаврилу Васильевичу пришлось эмигрировать в Японию. Дальше следы его теряются там. Здесь остался его магазин в Якутске. Он стоял на месте, где сейчас стоит дом правительства номер 1. Вот. Он был детским миром, этот магазин. Мои родители любили туда ходить, и очень многие якутяне, жители Якутска, там покупали товары. А также осталась его дача. Сейчас она находится в Сергеляхе, ну там, где была построена, она там находится. Кстати, когда проживал в этом доме его сын Василий, то он познакомился с одной девушкой и встречался с ней. Но вот отца этого не устраивало, и он отправил Василия в Нижний Новгород на торговое дело, да, обучаться. Там он поехал отдыхать по Волге на пароходе и встретился с одной девушкой, с Юлией Кауль. Вот. И вот этот Василий, да, вместе с молодой женой, они отпраздновали свадьбу в Якутске. Потом им отец купил квартиру на Пятницкой в Москве. Вот. Вообще, как он, Гаврил Васильевич, он встал на ноги, да, разбогател. Его отец продавал мясо, молочно-мясные продукты в Лёкминске купцам из Иркутска, которые обеспечивали рабочих на бодайбинских приисках. Бодайбо – это такой район, который есть в Иркутской области. Там было сотни приисков, там добывали тонны золота. И отец начинал вот так его торговать, сколотил капитал и передал часть капитала детям, да, в том числе и Гаврилу Васильевичу. Вот Алёкминск.
это уже очень оживленный город был раньше, в начале 20 века. И вот Гаврил Васильевич начал тоже торговать пушниной, заимел себе вот таких компаньонов, которые торговали его пушниной в Нижегородском ярмарке, вот, например, или в Ветбицкой ярмарке, или в Москве. Вот фотография из Нижегородской ярмарки, карусель. Это была вот гигантская ярмарка, где продавалась всячина, да, всякая, ну, в том числе якутская пушнина. И он очень быстро стал вот таким крупным купцом, с миллионом рублей оборота в год. Это очень большие деньги были по тем временам. И вот заводил также разные товары, в том числе и чай с Китая беспошлино, да? Ведь Александр II разрешил якутским купцам беспошлино торговать, потому что Якутск является форпостом освоения всего Дальнего Востока. Вот. Самый старый город во всем Дальнем Востоке. Гаврил Васильевич занимался меценатством, очень так крупно занимался. Он, например, построил школу, вот, дал деньги на строительство школы, где учились дети из улусов, бедные дети. Для них, и кроме школы, был построен еще и пансион. И дети там полностью на обеспечении находились и учились. Да? То есть дал возможность и бедным детям тоже учиться в этой школе. Потом в этой школе размещалась школа номер 7. И вот весьма отрадно, что в школе номер 7 открыли класс имени Гаврила Васильевича Никифорова. Вот, потому что он имеет вот такое отношение, да, к этой школе. Кроме того, Гаврил Васильевич дал деньги на строительство, вы узнали, да, здание музея и библиотеки, здание вот, женского училища. Он долгое время был попечителем этого женского училища, давал деньги на содержание. Ну вот, Гаврил Васильевич, если бы не революция, да, пролетарская, если бы, может быть, он только-только начал вот, очень вот сильно разворачиваться, но вот революция прервала его вот, торговый полет, да, и вот ему пришлось эмигрировать. К сожалению, вот очень многих пролетарская революция очень сильно прошлась по имущим людям, которые были меценатами, в том числе по Барашкову, по всем буквально. Поэтому эта тема очень такая болезненная и требует большого изучения и популяризации для вот, якутян. Спасибо. Сейчас слово предоставляется доктору исторических наук, главный научный сотрудник отдела истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований. Борисов Андриан Афанасьевич. Просим вас. Спасибо. Так. Добрый день, коллеги. Позвольте мне представить мой доклад, посвященный историческим предпосылкам образования якутской автономии. Как известно, этот год у нас завершается очень важной знаменательной датой столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики 27 апреля 1922 года. В общем-то, говоря о исторических предпосылках образования автономии, надо иметь в виду, что это был очень такой показательный, органичный процесс. Если сравнивать с другими регионами нашей большой страны, то якутский случай, он может служить таким показательным примером. Не случайно, когда якутская автономия была образована в 1922 году, вот буквально за считанные годы, да, на территории нашей
современной республики произошли очень важные процессы не только в экономике, не только в политическом развитии, но и в культурном развитии. Мы знаем, что, например, в 20-х годах фактически за считанные годы у нас произошла культурная революция, да? То есть край, который не знал, да, например, что такое театр, например, да? Край, в котором считалось слепых, да, больше, чем грамотных, да? Край, который считался таким, ну, самым отсталым, можно сказать, да? За считанные годы превратился в регион, в котором появились такие развитые формы культуры и искусства, например, да? Ну, это наиболее показательный пример, да? Например, развитие театра, да? Развитие кинематографа, да? Как это ни странно звучит, именно в 20-х, 30-х годов были заложены основы современного киноискусства республики, да? То есть это самые такие яркие, кричащие показатели, которые говорят о том большом, да, событии, которое произошло 100 лет назад, да? 27 апреля 22 года. И поэтому сегодня, говоря об исторических предпосылках, надо обратить внимание на такие вещи, да? Ну, лучше, наверное, материал сгруппировать на 3 группы, да? Во-первых, это территория, на которой образовалась автономия. Во-вторых, это, конечно, само население во всех ее измерениях, прежде всего этноконфессиональном плане, да? Ну и, наконец, третье – это вот культура, о которой я уже сегодня начал говорить. Итак, территория. Мы знаем, что и сейчас Якутия является крупнейшим субъектом Российской Федерации. Но в Российской империи, да, то есть мы знаем, что до 1917 года наша страна называлась Российская империя, Якутия являлась тогда еще более крупным, самым крупным регионом той империи, да, которая была гораздо больше, чем сейчас современная Россия. Да. Но сейчас Якутия, как известно, занимает территорию примерно 3,1 миллиона квадратных километров. Да. А до революции, мы знаем, территория Якутской области, тогда она называлась Якутской областью, превышала 4 миллиона квадратных километров. Да, то это была еще более огромная территория, да, которая сопоставима с такими крупными не только территориями, даже странами, как Индия, например. Да. Вы же знаете, что Индия сейчас это крупнейшая страна по численности населения. Свыше 1,5 миллиарда населения там проживает. Вот. И вот территория Якутии была сопоставима даже с такими крупными странами. Соответственно, вот представьте себе, да, территория такая огромная, да, и тем не менее там население было, сейчас мы даже до миллиона не добираем, да, а тогда было население еще меньше. Еле-еле 250 тысяч было, да, на момент образования якутской автономии. И вот представьте себе, на такой огромной территории было решено образовать автономию, это же по сути форма государственности, так ведь? Вот. И вот было решено образовать автономию. И этому, конечно, способствовали те предпосылки, о которых я сегодня говорю. Итак, надо, видимо, начать еще более далеко, да? То есть с того населения, которое, собственно, дало название автономии, да? Якутской автономии. Почему она называлась Якутской автономией? Потому что якуты в начале 20 века, естественно, составляли большинство этой территории. Около 90% населения составляли якуты. Соответственно, все люди, которые проживали на этой территории, говорили на якутском языке, да? Это не только представители малочисленных народов Севера, но также и русское население, которое проживало на территории Якутии, оно все было якутоязычным. То есть без якутского языка было невозможно существовать на этой территории. Более того, я скажу, что якутский язык был распространен широко за пределами Якутской области, да? То есть это было еще один важным таким аргументом в пользу того, что в качестве предпосылки таковой, конечно, язык, который объединял не только, собственно, носителей якутского языка, но и людей, которые проживали по соседству с якутами, да? Гораздо же легче было общаться на одном языке, так ведь? И вот когда мы знаем, в 20-х годах проходили, например, съезды представителей малочисленных народов Севера, например, тунгусов, да, ну, эвенков, эвенов или других представителей малочисленных народов Севера, они все свободно говорили на якутском языке, да, это тоже облегчало вот создание каких-то органов управления, да, создание каких-то учреждений и так далее, да, вот. Кроме того, говоря о
вот, собственно, территории, да, о которой я начал говорить, вот как раз-то на этой территории существовала такая форма управления, как областная форма. Вот что такое областная форма? Сейчас она повсеместно в России распространена, да? Практически почти все субъекты нашей Российской Федерации, они являются областями. Но до революции областями называли особые территории. То есть те территории, которые, слышно, да? Которые обладали какими-то особенностями, да? Которые и позволяли ее называть областями. Потому что Российская империя на начало 20 века делилась, как вы знаете, на губернии в основном. Да, это была основная форма деления, так ведь? Губернии, потом губернии делятся на уезды, на округа и так далее. Да? И только на некоторых территориях были созданы области. Обратите внимание. Например, области существовали на окраинах Российской империи. Например, на Кавказе. Так? Ну, там на территории современной Грузии, Армении существовали несколько областей. Например, на территории современной Молдавии была область. Она так и называлась Бессарабская область. Да? Были области на территории Средней Азии, на территории Казахстана. Вот. То есть это была, вернее, особая форма управления, которая существовала в основном на окраинах и там, где русское население было в меньшинстве. Да? То есть там, где невозможно было создать такие общеимперские формы управления, как губерния. Ну, там, с губернатором, губернским управлением, да, с полицией, соответственно, да. И поэтому Якутия вот была таким регионом, где, как сказать, впервые, можно сказать, да, в России была образована такая форма. Представляете себе, да? Это был далекий 1775 год, когда на территории России была проведена губернская реформа. Ну, здесь собрались историки, да, я так полагаю. Вы же знаете, да, эту реформу провела Екатерина II и ее соратники, да, для того, чтобы укрепить российское государство. Да. И тогда была реформирована, вы знаете, Петровская система губерний. Вы знаете, что при Петре I было создано 8 губерний, да, в том числе Большая Сибирская губерния, куда входила Якутия. И вот спустя годы, в 1775 году, вы знаете, правительство Екатерины II, напуганное Пугачевщиной, да, вы знаете, Пугачевщина это что такое? Это фактически была одна из первых гражданских войн, которая разразилась на территории России. И правительство с большим трудом подавило это восстание, да? Оно привлекло регулярные войска с фронта фактически, да? Например, в подавлении Пугачевского восстания принимали участие выдающиеся русские полководцы, как Александр Васильевич Суворов и другие, да? Вот. И вот царское правительство было вынуждено провести такую реформу губернскую. И вот на некоторых территориях были образованы помимо губерний области. Области что это такое? Это такая, ну, я бы сказал, смешанная форма управления. То есть, с одной стороны, существует вроде бы общепринятые в России формы управления, например, уездное управление, да? Ну, там исправники, вы знаете, да, земские, да? Ну, вот, более глубоко изучал историю, да, вы знаете, да? Исправники, например, комиссары на местах существовали, да? Уездные формы управления. И помимо этого на этих областях существовали так называемые инородческие формы управления. Что такое инородческие формы управления? От слова инородец, то есть это те народы, которые не были русскими по происхождению. Тут ничего такого уничижительного нет этого выражения. Да? Инородцы – это сословие, которое в российском законодательстве было узаконено. То есть оно имело определенные обязанности, естественно, повинности, но оно имело определенные права. Какие права, например, да? Создавать, например, свои органы, ну мы их называем органы самоуправления, а на самом деле это были органы управления, по сути, да? Ведь не случайно выдающийся российский историк Николай Петрович Ерошкин, ну эта фамилия, наверное, вам знакома, да, кто тоже более так углубленно изучал историю России. Вы знаете, это один из основателей, да, очень важной отрасли в истории, отечественной истории, как история управления. Так вот, Ерошкин, написавший несколько крупных фундаментальных исследований, он классифицировал инородческие формы управления как форму государственного управления. Например, таковой выступала, по его мнению, Степная Дума. Сегодня без нее никак нельзя обойтись. Вы знаете, что на территории Якутии с 1827 года по 1838 год существовала Якутская Степная Дума. Это действительно был орган областного самоуправления и фактически, который
какое-то время исполнял даже функции государственного управления. То есть, вы знаете, да, Степную Думу возглавлял главный родоначальник. Одним из первых был назначен представитель, да, Барагонского улуса Иван Емельянович Мигалкин. Это имя сейчас становится известным. Да, недавно был юбилей, 275 лет со дня рождения Мигалкина. Мы отмечали вот на уровне улуса, там, общественности. Так вот, эти степные думы, например, обладали такими полномочиями, как сбор податей и повинностей, да, исчисление населения. Кроме того, им было поручено вести учет землевладения, и кроме того, осваивать новые земли. Обратите внимание, Мигалкин и его соратники, да, например, Николай Рукунов, первый письмоводитель Якутской степной думы, да, они разработали план заселения Охотского тракта. Представляете себе, да? Потому что в этот период, это, напомню, была первая половина XIX века, возникла определенная стесненность среди улусов, где проживало якутское население. Не хватало земли элементарно. Поэтому было решено переселить часть якутского населения на Охотский тракт. С этого времени, вот, вплоть до Охотского побережья, появляется якутское население. Вплоть до вот побережья, ну, где сейчас Охотск находится, Аян и так далее. Да? Они также искали земли в других частях Якутии, например, на территории современного Усьмайского улуса, например. Да? То есть вот такая работа проводилась. Фактически это, вот, еще раз я повторяю, это была функция государственных органов власти. Так ведь? Я уж не говорю о том, что якутские главные родоначальники, главы улусов, да, они обладали определенными тоже, скажем так, признаками, функциями действительно фактически царских, имперских чиновников. То есть они носили определенную форму, такую штатную, скажем так, да, имели кортики, вы знаете, да, начиная с наследных старост и так далее, все носили кортики, это как символ власти получается, да, вот. И другие были признаки, скажем так, властных отношений. Все это, несомненно, готовило очень важные предпосылки для последующих событий, которые произошли в начале 20 века. Ну, я имею в виду революционные события, а потом уже образование автономии. Так, теперь вот население. Я отчасти уже затронул этот вопрос, да? Без населения как, конечно, может существовать автономия? Хотя я уже назвал сегодня цифру, да? Якутия вроде бы была безграмотная, всего лишь 2% было грамотных, да, на момент, скажем так, образования автономии. Как так получилось, что, имея такой низкий уровень грамотности населения, тем не менее Якутия сумела обрести такую форму государственной, как автономия, да? Вот здесь интересные такие вещи получаются. Дело в том, что на всем протяжении Якутии единственным населенным пунктом, который мог претендовать на роль города, был Якутск. Обратите внимание, да? Потому что ни Вилюйск, ни Алекминск, ни другие города, которые имели статус городов, Верхоянск, например, да, они по определению не могли быть городами, да? Ну, например, в Вилюйске проживало всего 300 человек, да? Ну, в Алекминске чуть-чуть побольше, но, конечно, какие же это города, да? Тем не менее, они имели атрибуты городов. То есть у них была своя форма управления, там, да, свои городоначальники и так далее, да? Тем более Якутск. Якутск, обратите внимание, он был немногочисленным городом, да? Там проживало, кто знает, да, к началу 1917 года чуть больше 7 тысяч населения, так? Тем не менее, Якутск, да, имел штат управления практически такой же, как, например, таких крупных городов России, как Тобольск, Иркутск, например, или даже вот из европейской части России любой город взять того времени, губернский центр, Якутск имел весь спектр, все вот, так сказать, атрибуты больших городов. Что это означает? Это означает, что население, которое проживало в этих городах, оно имело очень высокий уровень не только образования, но и, соответственно, политического, да, общественного такого, ну, развития, скажем так, да. Поэтому не случайно, когда пришла новость о том, что в центральной части России, да, в центральных городах произошла революция, вы знаете, да, в считанные дни в Якутске были образованы первые, да, органы власти, например, Якутский комитет общественной безопасности. Да. Вы знаете, что, например, советы, которые образовались в этот момент, находились под, конечно, влиянием большим революционных партий, эсеров и меньшевиков. Тем не менее, в составе этих советов были тоже очень такие активные, очень влиятельные люди.
в политическом раскладе тогдашней России, да? Это были бывшие депутаты Государственной Думы, да? Это были люди, которые имели большой практический опыт политической деятельности. Ну и, наконец, якутская интеллигенция. Вы знаете, что якутская интеллигенция, она, хотя была сравнительно немногочисленной, да, по данным Семена Николаевича Горохова, ну, Горохова вы все знаете, это преподаватель нашего якутского тогда университета, очень известный в свое время, он вел эту тему по истории якутской интеллигенции. И он проводил статистику, сколько же человек можно было называть в числе якутской интеллигенции. И она насчитывала несколько сот человек, да? То есть это был довольно высокий показатель для такого небольшого народа, как якуты. И действительно, эта группа якутских интеллигентов, она уже тогда возглавляла якутское население. Да? Они фактически были лидерами своего народа. К их мнению прислушивались. Это вы, наверное, сами, читая определенную литературу, наверное, почувствовали. Да? Вот, например, помните, да, в 1916 году шла Первая мировая война, было принято решение мобилизовать якутов на войну. Слышали такое, да? Правительство издало указ, что вот всех надо мобилизовать. И тогда же, ну, якутов хотели мобилизовать не на фронт, а на эти тыловые работы. То есть, ну, там, копать коммуникации, там, да, подвозить продовольствие и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все равно для якутов это была первая мобилизация, да? Мы же знаем, что инородцы по закону, который тогда существовал, они освобождались от воинской повинности. То есть их нельзя было просто так взять и отправить солдатами. Да? Вот, например, был такой проект коменданта Охотского порта Балка, капитана Балка. Это был 1835 год. Он внес в Сенат предложение мобилизовать якутов в качестве рекрутов, например, на Охотское побережье. Представляете себе, да? Впервые в 1835 году. И этот проект был приостановлен. Почему? Потому что чиновники сказали, а вот в законах написано, что инородцев не имеют права привлекать на военную службу. И этот законопроект был приостановлен. Так вот, в 16 году, когда шла война, ну, понятно, идет война, там, конечно, могли мобилизовать. Но, обратите внимание, силами якутской интеллигенции, да, например, Гаврила Ксенофонтова, сегодня, наверное, прозвучала эта фамилия, да, это первый якутский этнограф, один из первых политических деятелей, который сыграл важную роль. Он был избран, например, депутатом от Якутской области в учредительное собрание. С большим отрывом он победил, да? Так вот, вы знаете, что в 1916 году Ксенофонтов написал знаменитое письмо, да, уже в адрес правительства российского. Ну, конечно, он был не один, это как бы группа якутской интеллигенции. Написали письмо, ну, скажем так, с предложением все-таки не призывать якутов на вот эту мобилизационные, да, какие-то там мероприятия и прочее. И представляете себе, это вот мероприятие возымело действие. То есть это говорит о чем? О том, что якутская интеллигенция уже тогда, еще до революции, да, она обладала определенными, вот, скажем так, ну, влиянием, можно сказать, да, обратите внимание. То есть они даже на уровне вот Российской империи могли влиять на какие-то события. Вот. Это вот что касается населения. И вот по населению еще завершая говорить, хочется сказать, что якуты, как это ни странно, как это ни звучит странно, да, хотя у них была всего 2% грамотных, да, большая часть населения проживала в сельской местности, в городах практически не было, да. Тем не менее, якуты фактически являлись в этническом отношении очень сплоченной, очень такой, как это сказать, группой, которая фактически могла называться именно нацией, да. Потому что вы знаете, что начало 20 века это была эпоха рождения наций. Она началась в Европе, вы знаете, да? После развала Австро-Венгерской империи, например, Османской империи, образовалась группа, да, национальных государств, вы знаете их, да? Например, Турция, да? Например, Венгрия, например, Польша, да? Образовались национальные государства. Самая Германия – это же национальное государство, так ведь? Германская нация объявила, что она является нацией и, значит, должна иметь свою территорию и государство. Так вот, якуты не были, скажем так, тем народом, который стоял каким-то таким особняком, скажем так, да? Они обладали определенными признаками нации. Например, это было общество таких, ну, скажем так, мелких и средних собственников, да? То есть они владели определенным, значит, количеством скота. Они имели возможность распоряжаться какими-то земельными участками, да? И, наконец, были якуты, которые владели капиталами,
которые были сопоставимы даже с российскими показателями. Да? То есть это все позволяло этой части населения вести очень активную деятельность, да? Скреплять именно вот эту этническую общность именно на уровне нации. И поэтому, когда встал вопрос и дискуссии об образовании автономии, якуты проявили большую сплоченность, проявили большую вот такую активность, которая сопоставима с национальным движением, например, в странах Восточной Европы или, например, на Балканах. Вот. Вот это я хочу сказать по населению. Ну а насчет культуры я уже сказал, да, что и в культурном плане все-таки население Якутии, оно было готово к образованию автономии. Да? Вот одним из показателей я назвал язык. Обратите внимание, да? Мы знаем, что и до создания якутского алфавита, да, Новгородов, вы знаете, Семен Андреевич Новгородов – это создатель якутской письменности, тем не менее до Новгородова существовали несколько форм якутского письма, которые восходят, например, еще к алфавиту якутских священников начала XIX века. Да? То есть, я что хочу сказать, что якуты еще в XIX веке уже активно пользовались письменностью. То есть нельзя сказать, что якуты были бесписьменным народом. Формально, да, они бесписьменные, но якутская интеллигенция, представители якутского инородческого управления, они пользовались свободно письмом, и это тоже явилось очень важной предпосылкой для образования автономии. Вот. Не случайно все наши выдающиеся деятели, начиная с якутских депутатов, там, Сафрона Саранова, там, Алексея Аржакова, которые встречались с Екатериной II, вплоть до Никифорова, прежде всего говорили о том, что прежде всего образование. Надо быть образованным для того, чтобы добиваться каких-то целей. Вот. И вот мы видим логический результат. Да? 27 апреля 22 года Якутия стала автономией. Вперед многих тех народов, которые потом впоследствии станут, ну, допустим, союзными республиками. Например, Кыргызская ССР, да, вы знаете, из 15 союзных республик Киргизия была союзной. Она обрела автономию только в 1930-х годах, обратите внимание, гораздо позже, чем, например, мы в 22 году. То есть мы наравне с башкирами, с татарами, да, которые в первых рядах, естественно, да, еще в далеком 18 году поставили об этом вопрос, да, мы вот вслед за ними, как говорится, добились своей автономии. Вот это я, собственно, хотел сегодня сказать. Если будут вопросы, пожалуйста, готов ответить на них. Спасибо за внимание. Так, и спасибо нашему лектору, да. И следующий лектор у нас, так, доктор биологических наук, исполняющий обязанности директора Якутского научного центра Черосов Михаил Михайлович. Между прочим, Андриан Афанасьевич, ответственный редактор истории Якутии, второй том как раз посвящен средним векам и как раз до начала 20 века. История Якутии – один из таких фундаментальнейших трудов, которых у нас по многим субъектам Российской Федерации штучный товар. Давайте поаплодируем Андриану, это вообще очень известный историк. Я биолог, никакой не историк, но вот так чуть-чуть немножко началось. Я вам сейчас хочу рассказать. И первый вопрос у меня, вопрос. Якутск вообще интересный город? А чем он интересен? Иногда говорят там, вот и журналисты называют там жопа мира, неинтересный, там Тимур Таракань и так далее. Чем он интересен? Ну-ка. Климатом. Ну, люди говорят, боже мой, вы как тут живете, надо отсюда ноги делать. Так, и вообще в целом в чем? Еще не совсем климат. А? Вот, история, это очень хорошо. Но вы знаете, что Якутск гораздо более древний, чем город Санкт-Петербург. Но вот Санкт-Петербург и Якутск очень связаны. Как вы думаете, почему? Ну-ка, мысль. А? Ну, да, северные, да, ага. И сейчас самое основное. Петр I, первый император Российской империи и человек, который создал столицу,
Российской империи, город Санкт-Петербург, он практически сразу дал такую установку, что он пробил окно куда? На запад, и он дал задание пробить фактически окно на восток. И вот Якутск, Андрей Афанасьевич об этом сказал, он стал форпостом всего освоения Сибири и Дальнего Востока. То есть, по сути, он и пробил окно на восток. До этого Виктор Борисович показывал там Якутск, Аян, и там был такой город, это поселок маленький, сейчас вообще маленький объем, Охотск. Видели, да? На презентации Охотск. Вот Охотск в определенные периоды своего развития был численностью до 2000 жителей. Для сведения, Якутск был около 3000. Представляете? А как вы думаете, почему такой Охотск был многочисленный? Что там делали? Портовый город, потому что его именно по воле Петра и людей, которые пошли за ним, начали делать. Ну а для того, чтобы им всем как-то существовать, для этого нужно было что? Чтобы они все питались. И поэтому у нас, конечно, сельскохозяйственная республика, да, но, по сути, вот я начинаю отсюда. Анна Николаевна Шишигина, к сожалению, не смогла быть, да. Вот это Великая Северная экспедиция, которая началась в 1732 году, а до этого была Первая Камчатская в 1725 году. И Петр I фактически из Санкт-Петербурга дал установку дойти до Аляски и узнать, есть ли пролив между Евразией и Северной Америкой. Задача, которую выполнил только город Якутск. Видите, в то время вот здесь была фактически неизведанные земли, это был Китай, и китайцы даже не знали, что здесь. Здесь была очень малонаселенная территория, Андрей Анатольевич об этом сказал, и это была практически секретная информация, потому что в то время было правило, кто зашел, кто занял, та территория была. Представляете, и вот Российская империя фактически к началу 18 века, она была вот маленькой, вот где-то до сюда. И вот это все надо было быстро освоить. И Петр I прекрасно понимал эту ситуацию. У него французы просили разрешения, как астрономы, которые профессиональные были, пройти и измерить Российскую империю. Петр I сказал: нет, через мою страну вы не пройдете. В результате он, наоборот, начал делать, чтобы это все оказалось изучено россиянами. Каким образом? Он учредил Российскую академию наук. Мы вот с Андреем Афанасьевичем работаем в Российской академии наук. Мы можем гордиться, что Российская академия наук в 1724 году была учреждена, в 25-м она так более-менее стала функционировать, стали набираться интеллектуальные силы, и все они были иностранцы. Фактически в то время Россия была безграмотная, такая, как, может, Якутия в начале 20 века, ну, может, относительно, да? И потом в 1732 году он уже сказал Российской академии наук поехать вместе с экспедицией Витуса Беринга изучать вот эту всю территорию. И уже в то время Витус Беринг писал, что у якутов очень много, и он перечислял сельхозживотных. Ну, понятно, что он просто фиксировал. Представляете, у нас сейчас на территории Якутии известно до 8 пород лошадей, сколько-то там пород оленей, там, якутская корова и так далее. Знаете, кто их вывел? Вся же наука, говорят, там, селекция, гибриды и так далее. А знаете, ничего подобного. Их вывел народ, наши предки. По сути, они смогли вот на этой территории сформировать устойчивое сельское хозяйство. Поэтому вот с этого периода, когда начали изучать карты, вот эта карта появилась только после экспедиции Витуса Беринга и его морских и академических отрядов. Витус Беринг в то время получал бюджет на эту экспедицию, равную 1/6 бюджета Российской империи. 1/6, каждый 6 рубль в Российской империи шел на экспедицию Беринга. И знаете, сколько лет он прожил в Якутске? Почти 4 года. Знаете, вот здесь, в Пермском крае, вот где-то здесь, есть маленький город Оса.
Знаете, в осе Витус-Беринг был 44 дня. И знаете, оса сейчас из этого факта сделала конфетку. Там есть Беринг Хотел. Туда приезжают туристы, у них фестивали, они там делают. 44 дня. Понимаете почему? Потому что Витус-Беринг там сделал заказ. Он купил, изготовили для него кучу телег, кучу саней, и отсюда пошел реально Сибирский тракт, который сейчас, по сути, является вот этой Транссибирской железной дорогой. В Якутске был 4 года. Кто знает, где находится улица Беринга? Где находится? Гресс. Вообще такая маленькая страшная улица, да? Да. И единственное место, где есть, два места, где есть упоминание про Беринга, это вот здесь исторический парк, здесь стела. Вот как вы идете, посмотрите из основного входа налево, там есть такая стела. Здесь был. И там много-много-много имен. Подойдите для интереса, почитайте. И второе место Петровского 2, Якутский научный центр, там такая памятная доска, и написано, кто там был из тех людей, которые изучал. Вот об эту карту в то время такого уровня делали только в нескольких странах мира, могли до уровня. Самая лучшая астрономия, геодезия была во Франции, французские. На втором месте были немцы. На третьем вышли постепенно россияне. Причем некоторые говорили, что наша астрономия и геодезия даже лучше немецкой местами, по точности. Когда Джеймс Кук вот эту карту и отдельные карты Камчатки, когда Джеймс Кук вообще подходил, Берингово море изучал. Когда ему дали карты, он посмотрел и сравнил со своими, точность наша была выше. Он спрашивал, великие русские карты, кто их сделал. И люди говорили Витус-Беринг. Поэтому он предложил, Джеймс Кук, знаете, да? Джеймс Кук, это которого по песне «Кто съел?» Аборигены съели Кука. Песню знаете? Его реально убили. И, скорее всего, съели. Значит, вот он предложил назвать Берингов пролив и Берингово море. Потому что карты были такие точные. А кто их сделал? Их делали русские астрономы и геодезисты. В то время они фактически русскими не были. И вот тут, смотрите, Витус-Беринг и те люди, которые были в Якутске. 7 академиков Российской академии наук здесь жили. Они ходили по Якутску. В то время еще Ломоносов не был академиками, а они уже были. И вот, смотрите, уникальный человек, который я считаю, который, как и вы, имел очень маленькое образование, но поступил в городе в то время, это Санкт-Петербург уже был, да, это Санкт-Петербург, в университет при Академии наук. Закончил через полгода, год, кажется, да, и его с 5 выпускниками направили в эту большую экспедицию. Степан Петрович Коршенинников, который стал одним из тех, кто написал первую астрономическую работу по географическому страноведению и является основоположником географического страноведения вообще в мире о Камчатке. Учение о земле Камчатской, можно так сказать. И он, представляете, выпускник первого вуза в нашей стране, который там оспаривает Московский университет, Санкт-Петербургский, кто из них первый, он был в отряде, который разговаривал на немецком, французском, немецком языках. Все они были немцы, французы. Вот вы, окончив СПУ, колледжи и так далее, сможете пойти в экспедицию, где одни иностранцы? Не сможете? Я не смогу. Андрианов, значит, может, сможешь? Чуть-чуть, да, еле-еле, да. Поэтому в реальности в то время экспедиция, приехав в Якутск, сделала взрыв. И еще, знаете, какая была мода того периода? Представляете? И вспоминайте, как выглядели люди в Санкт-Петербурге в начале XVIII века. Парики, знаете? Различные такие модные штучки. И вот они приехали в таком виде.
Представляете, это была новая мода. И еще они привезли кучу мастеровых, ремесленников и так далее из Урала, Сибири и так далее. Приехали люди, которые что-то умели делать руками, что-то строили. Поэтому очень много новшеств они сделали. По сути, это инновационные прорывы были. Начали добывать железную руду, начали делать гвозди, другие вещи. Только не делали якоря и цепи большие, потому что это было сложно, это делали на Урале. Соответственно, все, вот этот маршрут, вот так все шел через Иркутск. Первый человек, который прошел от Иркутска до дельты Лены и дошел потом до Оленька из ученых, это был француз Делиль де ла Крайер. Его в исторической науке немножко там, немножко обижают, говорят, что он пьяница, неумеха и старший брат французского шпиона, но в реальности это было жесткое время, но так жизнь поставила, что это осуществилось. Ну вот он внес большой вклад в изучение генеральной карты России, поставлял материалы брату, который был один из составителей вот такой уникальной карты Северной Америки и Российской империи. В то время мог составить только этот человек, Жиза Николя Делиль, Жозеф. Он был француз, поэтому вот здесь была что? В Северной Америке были французские колонии. Кто знает город или команду Монреаль-Канаденс? Кто хоккеем увлекается? Монреаль-Канаденс. Это франкоговорящая провинция Канады. Вот они, уроженцы, выходцы, все здесь оказались. Вот. Ну, это все дополнительные карты. Я к чему веду, что у нас Якутск настолько интересен, что вот есть потенциально 2 места, где может жить Витус Беринг, ну и предположение, что он, скорее всего, это было напротив кинотеатра Лена. Кооптех, СПО. Правда, сейчас уже не Кооптех, первая школа, да? Вот помещение, где-то вот такой контур, большие в то время территории были, вот общежитие, Холбас, где-то вот эту территорию полностью занимал двор, где Витус Беринг. Витус Беринг поселился в большом доме, и к нему все собирались отряды. Ну, а то, что есть еще один вариант около городской классической гимназии, ну, в то время городская классическая гимназия это была периферия, далеко ходить, а вообще самые основные все помещения были вот здесь. Вот где клиника СУФУ, вот дальше вот здесь располагался острог, здесь вот была концепция, и где около Чароита. Ну вот это подпись Витуса Беринга, человека, который внес в Якутию нечто такое особое, которое позволило. Кроме этого, он внес деньги. Шли заказы на еду, на потребление, и его отряды фактически тут фрахтовали все и плыли на север, и так далее. Якутск был местом, откуда первые контакты были с японцами, южный отряд. Были фактически открыты все северные, обследованные от Западной Сибири до северо-востока побережья. Все восточное, Камчатка. Петропавловск-Камчатский был основан фактически из Якутска. Что сейчас Петропавловск-Камчатский представляет? Военно-морские силы России, да? Ракеты там стоят? Стоят. Нас защищают с востока. Если что, в Аляску, Америку, Калифорнию стрельнуть проблема? Проблема, конечно, не надо воевать, надо. Но, в принципе, Якутск – основоположник, в том числе и Камчатки. Ну, переходим к теме ближе, которая была заявлена. Я как бы соединил симбиоз Витуса Беринга, который вам должна была Анна Николаевна рассказать. Ну и переходим. Максим Кириллович Амосов,
Уже в 25 году была создана якутская экспедиция. А до этого, в 2008 году, была создана бактериологическая лечебница, лаборатория. Уже в то время были очень опасные вирусные заболевания, которые могли передаваться людям. Поэтому надо было бороться. Молодая республика стала думать о народе. Народа и так было мало. И, соответственно, в 26 году вот есть распоряжение Совета народных комиссаров, а это вообще вот о создании автономной республики, в котором создали целую сеть учреждений сельскохозяйственных. Я о чем хочу сказать, что наша молодая республика уже думала о том, как питаться, как организовать так, чтобы люди были в безопасности. И они думали в первую очередь не об языке и культуре, откуда Андриан Афанасьевич родом института, а думали о еде, как ее обеспечить. И смотрите, почему я поставил перед этого человека. Это выдающийся генетик современности вообще. Первый человек, ну, не считая Менделя там, так далее, который открывал законы гомологических рядов и так далее, Николай Иванович Вавилов. Любой школьник его обязан знать. Общая биология, генетика. Он возглавил институт, и сразу же в 27 году он направил туда сотрудника своего, чтобы он в Якутске, в Покровске создал станцию. Здесь есть хангаласские? Вот, ребята хангаласские, вы, ваш ЛУЗ и селекционная станция, с которой вы порой покровские селекционные конфликтуете, я шучу, конечно, да, вы есть центр создания сельхознауки в республике. Гордитесь. Ну, интересная, вот видите, судьба этого человека, он потом был осужден, репрессирован и в 1942 году умер в лагере. Это называется исправительно-трудовой лагерь. Его посадили, и он там умер. Ну, а Вавилов тоже потом, конечно, тоже очень сложная судьба. Вот он изучил центр происхождения культурных растений. Большинство культурных растений мира сейчас вот отсюда берут происхождение. И знаете, что он делал во время экспедиций молодой Советской Республики? Собирал исходный материал по всему миру. И концентрировал в городе Санкт-Петербурге, в центре, который сейчас называется Институт генетических ресурсов растений. И сейчас это ведущий центр мира, к которому обращаются зарубежные страны. Знаете зачем? Чтобы они дали те растения, которые генетически сохранились. А почему они сохранились? Как вы думаете? Потому что их время от времени пересевали и, самое главное, сделали криохранилище. А где у нас еще можно хранить в холодных условиях растения? Молодец. Кто такой умный? Кто сказал? Вот, знаете, наш институт издал такую почтовую открытку. Она стоит 50 рублей вот здесь, Майк. Тебе бесплатно. Аплодисменты. Потому что это криохранилище у нас есть в Якутске как экспериментальная научная установка. Находится в Институте мерзлотоведения. Да. Ну и, в принципе, многие страны обращаются. Ну а экспедиция якутская комплексная, она включала почти 20 академиков, настоящих и будущих. И они приехали в Якутию, молодую, по просьбе Максима Кирилловича Мамосова и других, чтобы изучать. И смотрите, какие отряды были. Я только взял сельхозагрономический, животноводческий, фитопатологический и так далее, агрометеорологические отряды. Это о чем говорит? Что уже тогда думали, как жить, как питаться. Ну и был организован в 1956 году, через долгое время, Большой институт сельского хозяйства. Его возглавил человек, в то время замминистра Коротов Георгий Павлович. Но чем он интересен? Он интересен тем, что у него была огромная широта интересов. У вас сейчас интересы одни. В WhatsApp читать вещи, которые вам нравятся. Меня слушать нафиг надо.
А вот этот человек интересовался всем подряд. Смотрите, он первый профессиональный охотовед-зверовод. Он основоположник клеточного звероводства. Он человек, который внедрял у нас андатру. Сейчас, правда, андатру никто не носит, но в свое время это было очень важно. Что ж. Он восстанавливал. Кого? Кто это? Молодец, красавчики. Так, писа и основоположник выставки охотничьих собак. Представляете, он такие интересы имел, но в дальнейшем стал заниматься якутским скотом, якутской коровой, быками и так далее. Тоже важно. И он защитил докторскую диссертацию. А это легендарный директор института, паразитолог, и его любимые объекты, вот они. Вот, различные паразиты, они у нас тоже есть. Внутри нас тоже существует. Правда, у кого-то мало, у кого-то много. И, соответственно, выдающийся человек, который 28 лет был директором. И при нем было создано большинство направлений сделано. И сейчас, вот тут есть сельхозтехникум, вот эта книжка «Система ведения сельского хозяйства», она ключевая. Она очень толстая. Вы много букв не читаете, конечно, но надо читать. Знаете, вы должны учиться для того, чтобы книги читать. Вас для этого взяли учиться. Не для того, чтобы вы там ватсапились, балдели, тусовались, а все-таки получали профессию. Хорошо? Поэтому вот еще два выдающихся директора, которые способствовали тому, что институт сейчас много имеет лабораторий, тем, аспирантур, вошел в систему Российской академии наук, которую создал, я говорил, Петр I. Вот в Сибири самое крупное отделение создал академик Лаврентьев. Он, между прочим, один из основоположников бронетанковых войск и пушек с этими кумулятивными патронами, пулями. Ну, а это наши якутские ученые, человек, который нефть, газ основу создал, черский академик, академик Ларионов, первый академик Саха. Меган Кангаласки есть? О, ваш земляк, Ломтака, Меган Кангалаский. Ну и сейчас Михаил Петрович, тоже мегинский человек, член-корреспондент, занимается материаловедением. В наших условиях материалы при минус 50 начинают хрупкими становиться и ломаться. Значит, соответственно, вот куча институтов, которые вошли. Ну и вот история. И, ну, к чему мы идем? 26-й год, создан ветеринарный институт, в 35-м институт языка. Кто раньше? Аграрный, да? Потому что кушать-то хочется, а язык немножко подождет. Но, с другой стороны, все хорошо. Но вот различные вещи, вот различные конференции, которые проходят, но вас они не касаются, особо, ну, тоже приглашаем. Ну, вот этот значок «Шаг в будущее», наверное, знаете. Вас мучили в школе, заставляли, да? Толкали, пинали, заставляли. Вот это я заставлял, нехороший человек. Чуросов Михаил Михайлович. Я возглавляю программу «Шаг в будущее» и каким-то образом заставляю вас немножко хотя бы оторваться, думать и так далее. Возглавлял Владимир Петрович Ларионов. Я 8 лет с ним бок о бок работал. Фактически это мой учитель, но он технарь, я биолог. Соответственно, вот и все эта система, которая существует. Ну, это вот наши лаборатории, это Коротов, а это тоже уникальный человек. Под Алекминский есть? Алекминский, да? Вот музей на Петровского 4 есть, западное европейского искусства. Человек, который республике подарил почти 200 картин. Уроженец Алекминска. Подброшенный ребенок к такой пашенной якутско-русской семье. Стал первым доктором экономических наук в республике, в истории Якутии. Возглавлял Институт животноводства в Белоруссии. Представляете? Был профессором, ну, типа сейчас Плехановка, высшая школа достижений народа. То есть наши люди умные, если хотят, пробиваются. Если не умные, ну, не судьба. Поэтому вот он по лошадям сделал очень много работ, возглавлял экспедицию, и табунное коневодство, и вот эти породы в основном были изучены, заложены им. У нас есть лаборатория неводства,
есть репродуктивная биология, биохимическая аналог. Вот лаборатория, которая изучает, как бороться с насекомыми, вредителями, которые мучают сельхозживотных. Есть технологии, которые улучшают. Вот это лаборатория, которая делает кучу препаратов против болезней. Это как вот мы, люди, болеем, без лекарства мы никак не можем выжить. Это лекарство для животных. Ну, это вот зерновые культуры, кормовые. Тут ужасная работа, конечно. Агрономы – это люди уникальные, железные. Но вся элита, производящая продукцию, у нас в институте производится, и мы ей занимаемся. Вы, наверное, знаете, вот эта мода пошла на селфи, да? Приезд селфи, денег платишь, заходишь и фотографируешься. Пожалуйста, welcome. Так, ну, вот это наша производственная организация. Вот сайт, на котором есть вся нормативная база по сельхозтехнологии. Любого типа, растениеводства, животноводства, все вот на этих сайтах представлены. И там есть нормативка, и вот эти все книжки. Ну и если кто знает, это Егор Афанасьевич Борисов, президент республики. Он работал в институте, был одно время директором института. Представляете, это все могучая история, которая начиналась с 22 года. Без этого такого не произошло. Ну и мы понимаем, что сельское хозяйство нужно. Ну и вот немножко напоминаем, в каком году, какие годы, кто родился. Ну и 24-й год, год 300-летия Российской академии наук. Ну и вот наши основные даты. Спасибо за внимание. Помним всегда историю. Смотрим. И самое основное. Гордимся, что мы живем в очень интересном месте. Я выпускник Ленинградского университета. Я фактически питерский человек, могу там ходить с закрытыми глазами. Больше 3 недель я там не выдерживаю. Хоть друзьями, хоть с кем, все равно домой. Поэтому Родина вас не забудет, она будет помнить. Пожалуйста, все гордитесь и делайте себя лучше. Так получилось, что я первый доктор наук в нашем выпуске. У нас там украинцев, армян, грузин, все полно-полно. Все зависит от человека. Хотите – добьетесь, не хотите – WhatsApp вас ждет всю жизнь. Я тоже понимаю, это хорошая система, но надо в этом плане. Так, спасибо. Мысль главная. Работайте над собой, все получится. Помните про историю, и будет все хорошо. Спасибо. Сейчас еще один благодарственный. Явные открытки. Так, в каком году была основана Центральная опытная сельскохозяйственная станция у нас в Якутске, в селекционной? Ну-ка. А? Нет. А? Нет. О, вот. Да, ему передайте-ка. Только, вон, мальчик. Так, в каком году академики приехали в Якутск? Когда? В 18 веке. В каком пище? А год 1000? О, правильно, красавчик. Осенью приехал. Так ему. Да. Так, и еще, в какой день была создана Якутская автономная республика? День. 27 апреля, ладно, даю. Но есть еще более точная дата, когда был подписан декрет, да, но мы отмечаем 27-го, а вот дата чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше. Не-не-не. Это тот же год, но месяц. А? 23 февраля? Просто от балды сказал, что ли?
Ладно, не будем. Знаете, скажу секрет. Я сам знаю только месяц, но день не знаю. Поэтому я не буду вас обманывать. Это просто была обманка. Так, и еще. В каком году Витаус Беринг впервые приехал в Якутию? Якутск. Он был почти 4 года, но когда он впервые появился? А? Нет, в 36-м это уже его повторный приезд. Нет. 25-й год, да. 1725 год, это первая Камчатская экспедиция, я упомянул, товарищ запомнил. Так, ну все, халява хоть кончилась. Все остальное. Итак, спасибо, что посетили лекции этим в меру зимним и не очень холодным днем. Что же хочется сказать? Всем спасибо, что пришли, и хотелось бы сказать отдельное спасибо нашим лекторам и вручить им благодарственные письма. В первую очередь, конечно же, еще не успевшему удобно расположиться на кресле Черосову Михаилу Михайловичу. Давайте я к вам спущусь. Спасибо. Итак, вторым хотелось бы передать благодарственное письмо Борисову Виктору Борисовичу, но я его не вижу в зале, поэтому поаплодируем просто так. Остальные лекторы ушли по делам до того, как мы смогли их, скажем так, вывести повторно. Поэтому давайте награждать людей, которые отметили ваш приход сюда. Например, ваших руководителей. Первый — это Сергей Анатольевич. Спасибо, это вам. Итак, а также Иван Григорьевич. Это вам. Спасибо. Так. И третий в нашем не то чтобы очень длинном списке — Константин Дмитриевич. Пожалуйста, спасибо. На этом наш короткий список закончился, но если мы кого-то были, подходите к нам, ко мне или еще к кому-нибудь вроде меня. Мы эту проблему решим. Теперь же всех, у кого еще остались душевные силы, можете посетить нашу на сегодняшний день бесплатную выставку «Современная история Якутии» на первом этаже. Если же вы чувствуете в себе желание ознакомиться с историей родного края и его культурой, можете через кассу посетить выставку Аланхо «Путь длиною в столетие». А на этом моменте я вашим спинам скажу прощайте. До свидания.